Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 9 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 803.100 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.430 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 17 tank, 36 sistem artileri, 86 pesawat tanpa awak, dan 16 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.731 tank, 20.221 kendaraan tempur lapis baja, 33.387 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.765 sistem artileri, 1.260 sistem roket peluncur ganda, 1.038 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 21.813 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia 9 Januari 2025 melansir perkembangan terbaru dari garis depan zona operasi khusus di Ukraina. Penerbangan taktis operasional, pesawat nirawak serang, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, tempat kendaraan udara tak berawak dirakit dan disimpan, kelompok personel dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina, serta tentara bayaran asing di 147 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 6 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 105 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 652 pesawat, 283 helikopter, 39.723 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.290 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Ukraina juga kehilangan 1.507 kendaraan tempur MLRS, 20.284 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.983 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralkan. Подразделения группировки Запад улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ в районах Богуславки, Дуречная, Загоруйковки и Петропавловки. Отражена контратака штурмовой группы ВСУ. Потери противника составили до 380 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 бронированные машины «Хамви», 8 автомобилей, 4 артиллерийских орудия. Уничтожены 5 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 2 механизированных и аэромобильных бригад ВСУ в районах Северска, Белогоровки, Часова Яра, Васюковки и Янтарного. Отражены 3 контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, 18 военнослужащих 46-й аэромобильной бригады взяты в плен на западной окраине Курахова. Уничтожены танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113, 7 пикапов, 2 артиллерийских орудия и склад боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, месту сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, скоплением живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 реактивных снарядов «Химарс» и 105 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных егерской десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны, 2 штурмовых батальонов ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины в районах Алексеевки, Андреевки, Надеждинки, Красного, Шевченко, Дзержинска, Волкова, Красноармейска, Димитрова, Песчаного, Воздвиженки, Новоелизаветовки, Щербиновки и Новоалександровки. Отражены 13 контратак формирований ВСУ. Противник потерял свыше 530 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля и 2 буксируемых орудия. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированием механизированной и 2 десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Богатыря, Великой Новоселки, Разлива и Константинополя. Отражена контратака штурмовых подразделений противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, боевая бронированная машина «Макс-Про», автомобиль, 4 орудия, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Уничтоженный склад материальных средств и станция радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады в районе Малой Токмачки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 9 автомобилей и орудия полевой артиллерии. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.